Ключи от 2 квартир сегодня вручила мэрия Сыктывкара детям-сиротам. Свои квадратные метры в новостройке в центре города теперь есть у Николая Дунаева и Анны Гайдаржи. Оба получили по однокомнатной квартире площадью 26 квадратов. Жилье положено им по закону о соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Центр города, детская площадка, колясочная. В общем, здесь есть все для комфортного проживания. Дом по улице Громова сдан в этом году. Честно, очень рада этому всему. Все очень нравится, красиво. Думала, конечно, будет похуже все-таки, но очень даже понравилось. Тут хотим мы ставить кухню делать в этой стороне. Тут вот, как говорится, мы диван ставим. Сюда вот детский уголок будет стоять. Вот. Ну и все, наверное, пока. Всего в этом доме администрации города закуплено 10 квартир. В этом году мэрия планирует обеспечить жильем не меньше 60 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Для сравнения, в прошлом году 69 граждан справили новоселье. Ряд заявителей говорят о том, что они состоят на учете в списке в администрации города Сыктывкара, не имеют судебного решения при этом и просят оказать им содействие в подготовке такого искового заявления в порядке правовой помощи. Мы с каждым таким гражданином работаем индивидуально, готовим исковое заявление и помогаем обратиться самостоятельно в суд. Судебное решение помогает нуждающимся быстрее получить положенные по закону квадраты. Об этом рассказали на прямой линии по соблюдению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она прошла в общественной приемной накануне. Специалисты ответили на вопросы об очередности, необходимых документах, обсудили и другие проблемы сирот.